Я продолжаю писать карту дня на 19 мая. Это у нас четверг. Смотрим с вами следующие 6 знаков зодиака. Это от весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, у меня есть первая часть этого видео. Ссылочка на нее будет под этим видео в описании. Или еще как вариант можете зайти на канал, да, на канале есть также, да, это первая часть. Или же оставить мне запрос в комментарии. Если не можете найти, я вам оставлю ссылку в комментарии. А я смотрю дальше события для весов на 19 мая. На четверг. Покажите мне события. Прибыль первое, что у вас выпадает. Поступления финансовые будут в четверг. Бабочку нельзя. Замок. Это открывается какая-то тайна. Еще иногда замок, что-то может быть закрыто для вас. Гармоничные отношения в паре, да, то есть любовь. Если нет пары, это может быть знакомство, да, какой-то флирт в этот день. Верность. Тут же выпадает рядышком с любовью. Любовь, верность. Часто верность показывает в паре, может быть какое-то событие. Да, там день знакомства, день свадьбы, день предложения в этот день. То есть какое-то прям событие. Горизонтали нет совпадений. Смотрим вертикали. Нет, нет. Флаг нельзя. Нет, свидание. Ну, у вас тут прям все, видите, половина событий про личную жизнь. И здесь и ссора еще. Может быть, небольшая ссора. Метла. На свидании, может быть, ссора небольшая. Значит, смотрите, что получается. У вас будет финансовые поступления. У вас будет, откроется какая-то, кстати, информация, тайна откроется. Может быть, из-за нее будет ссора. Открывается какая-то информация в этот день. Любовь, да, в личной жизни, свидание, верность. То есть тут все прекрасно. Не знаю, будет это связано или нет. Может, конечно, когда выпадает рядом, проиграться, что на свидании откроется какая-то тайна и будет ссора. Но может проиграться не так. То есть вот эти два события, они могут быть отдельно, да, от этих. Поэтому я уж не знаю. Я вам все по отдельности назвала, а как они у вас там переплетутся, это вы уже увидите сами. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к скорпиончикам. Так, скорпионы. Скорпионы, 19 мая. Четверг, события дня. Покажите мне, пожалуйста. Застолье у вас первое выпадает. Может быть, какое-то мероприятие в этот день. Решение каких-то вопросов, дел. Может быть, будете отмечать, да, что-то закончите, делаете и где-то вот хорошо посидите. Череп показывает плохое самочувствие.
конфликт. Причем конфликт серьезный, мечи, да, прям выяснение отношений. Ножницы не положила. Корону нельзя. Деловое общение будет в этот день. Новости. Приходит информация, новости. Кораблик нельзя. И здесь нет совпадений. Значит, у вас получается, может быть застолье, будет решение какого-то вопроса, деловое общение, может быть плохое самочувствие или посещение медучреждения, конфликт и получение новости. Причем события, скорее всего, будут как-то вот они отдельно друг от друга, да, все далеко друг от друга, отдельно произойдут. Вот такая информация, скорпиончики. Будьте внимательны, да, то есть может быть конфликт с кем-то. Так, переходим дальше к стрельцам. Стрельцы. Девятнадцатое мая. Четверг. События для стрельцов. Смотрим. Череп выпадает. Череп – это состояние здоровья, да, то есть нужно обратить внимание на свое здоровье, и еще может показывать посещение медучреждения в этот день. Да, возможно, вы пойдете там в больницу, не знаю, в лабораторию. Так, застолье показываю, может быть, после застолья как вариант. Новости. Свидание. Кстати, это может быть свидание, застолье, да, где-то в кафе, в ресторане. Подкова, удача. Прибыль. Решение каких-то вопросов. Время. Нужно следить за временем. То есть что-то будет в определенное время. Ну, скорее всего, на застолье на определенное время. Или получение на определенное время. Успех. Успех, удача. Ну, вертикали я не вижу совпадений. Получается, ну, у вас так туда очень много.
Первое показывает, что может быть какие-то вопросы, связанные со здоровьем в этот день. У вас будет получение новости, будет мероприятие, застолье, свидание, удача, успех, получение прибыли, решение каких-то вопросов, и нужно обязательно следить за временем. То есть что-то будет на определенное время, и если выпадает будильник, то говорит, что вы можете опаздывать. Да, то есть вам, допустим, сказали подъехать к этому времени, и будильник говорит, вы будете торопиться, опаздывать, не успевать, то есть будут какие-то проблемы в дороге. Поэтому смотрите, если куда-то нам надо будет на определенное время, лучше как-то заранее, да, выезжать, выходить, чтобы потом не спешить. Благодарю за внимание. Тем более у меня выпадали карты, я когда мешала, они все время, вот знаете, перекручивались, падали. Я их не могла сложить, да, то есть это всегда показывает вот какая-то суматоха. В движении, именно суматоха в движении. Так, хорошо, благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу к козерожкам. Смотрим. Козерожки, 19 мая. Неприятность первая сразу выпадает. Цыпленок показывает семейную жизнь детей. Да, возможно, что какое-то событие будет связано с ребенком. Тайное свидание, тайная встреча. Верность. Это событие показывает, что все хорошо в личной жизни, да, то есть у вас будет с любимым человеком. Получение какого-то документа, может быть, посылки, что-то вот будете получать. Слезы. Ну, слезы, может быть, с неприятностью, конечно, могут быть связаны. Победа. А может быть, слезы радости, да, от победы. Победа, выигрыш. Сердечко нельзя. И здесь нет совпадений. Значит, смотрите, у вас получается, первая выпадает неприятность. Да, вот это такой единственный минус у вас здесь. Ну, и слезы, да, конечно, тоже. Но, опять же, слезы это могут быть слезы радости. В общем, неприятность. Произойдет она по вашей вине или нет, я не знаю. Да, в этой колоде непонятно. Но на всякий случай будьте осторожны. Да, то есть, что такое неприятность? Это наши ошибки. Что-то где-то не досмотрели, забыли, потеряли, не туда отправили, там не то взяли, да, то есть обычно это вот мы виноваты в этом. Поэтому просто следите, да, за собой, возможно, вы ее избежите. Затем, что у вас будет в этот день? Будет какая-то победа, победа-выигрыш, будет тайная, может быть, встреча. Затем показывает, что вы будете общаться с детьми, и у вас все будет хорошо в личной жизни. И может быть еще какое-то получение какого-то документа. Возможно, это в победе, допустим, вы получаете какой-то сертификат, да, или какую-то бумажку. Да, может быть, например, там в суде выиграли, да, и показывает бумагу эту. И слезы могут показывать слезы радости, да, от этого. Так что вот такие у меня для вас события, козероги. Ну вот самое главное, это быть осторожными именно с утра. Первым событием выпадает. То есть это именно с утра что-то вот такое вы там
сделаете, что приведет к неприятностям. Хорошо. Смотрим дальше. Дальше у нас идут водолеи. Водолеи. 19 мая. 19 мая. Четверг. События для водолеев. Покажите мне, пожалуйста. Смотрим. Общение с другом, подружкой будет. События в... Ага, смотрите, есть и застолье, есть события в месяце. Ну, я первое событие в месяце увидела, да, то есть потом только застолье. Если вы заметили первый бокал, значит, у вас застолье проиграется. События в месяце. Приглашение. Это, наверное, подружка, друг вас куда-то пригласят на застолье. Гости показывают. Видите, в гости пойдете. Или к вам, может быть, в гости придет друг. Но обычно, если выпадают гости, это чаще вы идете, да, чем к вам приходят. Новости. Верность, гармоничные отношения в паре, ну, если есть, конечно, пара. Череп нельзя. И здесь нет. Значит, получается, у вас будет гости, будут приглашение гостя будут в этот день, общение с другом, подружкой, событие какое-то, которое постоянно, да, вот повторяется с вами каждый месяц, получение новостей и гармоничные отношения в паре. Так что такой вот, знаете, очень замечательный день у вас в четверг. Благодарю за внимание, водолей. Перехожу к рыбкам. Так, смотрим. Рыбки. Девятнадцатое мая. Четверг. События для рыбок. Змея. Завистники в вашем окружении будут. Откроется какая-то информация, которая была скрыта от вас.
Будет встреча с представителем закона власти, да, то есть каким-то очень важным человеком. Может быть, кстати, этот человек откроет вам какую-то информацию, да, которая вот была закрыта. То есть, возможно, только этот человек обладает этой информацией. И завистники вам будут завидовать, да, что вы вот ее узнали. Так, цыпленок показывает событие какое-то связанное с детками, да, то есть это могут быть ваши дети, это могут быть, там, не знаю, внуки, братья, сестры, то есть дети. Так, не вижу. Смотрим периметр. Слезы вижу. Ну, тут может, в принципе, не знаю, тут можно и смеяться до слез, например, с детьми, да, а может быть, змеи доведут до слез. Понимаете, так и так может быть. Колокольчик, пустые разговоры. В разговоре будут слезы. Интимная связь. Здесь нет. Смотрите, значит, получается у вас общение с каким-то очень важным человеком. Вот рядом с детками ложится. Это может быть, например, воспитатель, да, в садике. Это может быть учитель в школе. Да, например, там вы приводите ребенка, да, и вот общаетесь. Может так проиграться. То есть это какой-то вот человек, наделенный властью, да, скажем так. Даже небольшой может быть. Откроется какая-то информация тайна. У вас будут завистники в окружении в этот день. Будет интимная связь, слезы и пустые разговоры. Но опять же, тут слезы, понимаете, могут быть и слезы радости, да, то есть вам могут что-то рассказывать очень смешно, и вы будете смеяться до слез. Поэтому тут вот как бы расстраиваться рано, да. Тут минус у вас только, очевидный минус, это вот эта змея, да, какая-то женщина или мужчина, не знаю. Ну, конечно, скорее это больше женщин показывает. А так все другие события, в общем-то, ничего. Благодарю вас за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.